Всем привет! Стоим подъем Кит, так называют его местные, на Ките. Сзади у нас кафешка, забыл как называется, ну, блин, транзит этот, как я, 25 километров от нас. Ну вот это все шляповские, конечно. Так вот. Да, разгончик нужен, разгончик. Второй день здесь отдыхаем. Вчера машина отказала работать, то есть отказалась. Поднимался я на тот подъем. Шел, дошел почти до поворота. До поворота доходим и все. Одноосный именно. На Америке, вот на этой впереди стоящей, мосты оборвался, сорвал. Ждет редуктора, должны привезти запчасти, то есть все, короче, редуктора они сняли уже. Там 3 машины. 2 поднялись, он не смог. Метет снег. Еще он Америка стоит, не может подняться. Одевает еще одни цепи на вторую ось. Так вот, поднимался там я где-то на 5-й раз, и у меня отказали ходовые огни сзади на прицепе и на голове, на самой машине. Именно сзади, на задних габарит, на задних фонарях. То есть спереди все горит, все работает. Фары, поворотники, аварийка. А я начиная с ведущей оси, то есть с моста заднего, до прицепа ничего больше не светится, не горит, ни задний ход, ни тормоза, ничего. Вот, спустился я, разбирался пока с предохранителем, время уже 12 час, не стал. Ничего не видно, лег спать. Машину периодически заводил. У меня на тот момент, когда, прежде чем лечь спать, сдаю, значит, назад, смотрю, а у меня датчик топлива упала, лампа начала гореть, хотя у меня было больше полбака. Я думал, он что-то оборвал шланг, что ли, ничего, вроде ничего не цеплял. Остановился, побежал к этому тралу, тот мне дал шланг, я перекачивал с левого на правый бак. Короче, выяснилось то, что вот когда у меня вот это все произошло, то есть перестали гореть лампы сзади, у меня перестали гореть вот эти лампы СОС, вот этот прикуриватель основной, вот эти сейчас в данный момент работают, а вот основной до сих пор не работает. Габариты. И оказывается с ними вот начал работать одновременно вот этот датчик топлива. То есть обманывать как бы начал. Все. Когда это я все понял, не стал больше перекачивать, все. Как бы этот, сколько, там литров 50, наверное, перекачал. Кран просто закрыл со второго бака доступ, чтобы не перетекало. Лег спать, утром встал, раз завел машину, 2, но она начала как бы плохо заводиться. Дольше крутить приходилось. И тут раз, и не заводится больше. То есть не то, что не заводится, машина вообще перестала реагировать как-то на... забыл сказать, у меня сперва меню, вот этот компьютер сам, не то что погас, просто он горел желтым светом, а надписи на нем пропали. То есть сколько давления, масла не видно было, сколько заряд идет генератора на аккумулятор. Все это исчезло. Так вот. Это уже утром, кстати. Вот панель приборов подключилась уже, начала тухнуть. И вот эта машина вообще перестала заводиться. То есть замок зажигания поворачивает, как будто отключена масса. Но хотя все клапана, все срабатывает. То есть, когда зажигание поворачиваешь, щелкает, машина оживает. Звуки происходят, да, как бы от машины. А тут тоже все происходит, но ничего не горит. Ничего не светится. Вот. Скинул аккумулятор клейма, подождал минут 20. Слава богу, работал автономка. Это единственное, все, что осталось работать на этот момент. Больше ничего здесь не работало. То есть, если машина бы не завелась, ждать можно было бы, как бы, то есть, пока сядут аккумуляторы.
Да. Ну и все, отключил клеймы, отсоединил клеймы. На КамАЗах это вообще болезнь такая тема, мне как сказали. Что она может на ходу вообще заглохнуть. На этой машине такой уже был, но был другой водитель. Открываешь вот эту часть, вот эти вот вещи, вот так вот прокручиваешь, отсоединяешь, и там блок стоит такой, где предохранитель, и ногой плашмя, говорит, нужно упираться. И машина, в смысле, потом оживает якобы, там включаешь замок зажигания, все, то есть сперва все заглушишь, нажимаешь на, ну как бы не то, что заглушишь, она же заглохла, нажимаешь ногой туда и заводишь, короче, она заводится. Я в шоке просто. Это русский автотранспорт такой. Вот. Вот так отсоединил аккумуляторы, перегрузил, так сказать, и она завелась. Но прикуриватель также не работает. Все светится, все горит, все работает. Слава богу. Но ничего. Ой, но прикуриватель не работает также. Вот эти работают. Вот эти три. Вот этот слева, справа. А именно вот этот стандартный, как бы обычный, как со всеми машинами он идет, это как бы дополнительный, он не работает до сих пор. Так что вот так вот, такие дела. Одел шерстяные носочки. Сейчас буду одеваться, пойду к тралу. Что-то тут сразу натворил делов. Теперь не могу разобраться. Никто меня не слышит, я никого не слышу. Какие-то функции, нужно что-то там нажимать. Спрошу. Ладно. Стоять. То ли А, то ли Б. Блин, куча букв. Вот чем дороже рация, вот зачем причиндалы вот эти делают несколько букв, то есть в стандартных рациях там как 15 Е, все там Е, Д, вот эти буквы как бы можно поменять и все. Тут еще вот эти буквы. Ё-моё, что такое? Ну что так ёкарный бабай. Ну ладно. Ой, что-то морально я так устал. Вот, так что вот такие пироги. Китовский подъем называется. Китовский подъем. Сейчас буду переодеваться, пойду засниму на улице потом.